Ставки по сельской ипотеке упадут в Коми до 1,5%. Такая мера поддержки сейчас прорабатывается правительством Коми. Предполагается, что кредитным организациям республиканский бюджет будет предоставлять субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным жилищным кредитам на строительство или приобретение жилья на сельских территориях. В связи с этим Владимир Уйба обратился к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с предложением рассмотреть возможность включения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям и акционерному обществу Дом.РФ нормы, предусматривающие обязательную регистрацию заемщика в построенном или приобретенном жилье. Это будет способствовать закреплению жителей на сельских территориях, а также повышению доходности местных бюджетов. Также исполняющий обязанности главы попросил Минсельхоз поддержать реализацию проектов Республики Коми по ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий». Это проекты комплексного развития Усть-Куломского района и райцентра Выльгард. Затронут в рамках видеоселектора с министром и вопрос, касающийся ремонта сельских дорог. В республике сегодня очень остро стоит вопрос качества именно дорожного покрытия на сельских территориях. Это сегодня основная тема, к которой обращаются жители. Я сейчас объехал всю республику. И тоже, Дмитрий Николаевич, при возможности прошу поддержать направленные проекты нами по капитальному ремонту дорог. Спасибо большое за внимание. Владимир Викторович, спасибо вам. Мы проработаем все эти вопросы, которые вы обозначили. Она соответствующее поручение имеет. И, конечно же, в Коми необходимо тоже реализовывать проекты, которые позволят более комфортно себя ощущать в сельских территориях. Напомним, в этом году республика активно включилась в работу по реализации мероприятий новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На ее исполнение до 2022 года заложено 452 миллиона рублей. За счет этих денег реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. На сегодня социальные выплаты на строительство или приобретение жилья предоставлены уже 14 семьям. Эти и другие темы легли в основу еженедельного теледиалога директора издательского дома «Коми» Инессы Орел с Владимиром Уйба. Елена Кононова не упустила ничего. Развитие фермерства в Коми в приоритете. Уже не первый раз повторяет Владимир Уйба. Финансовая помощь ежегодно оказывается 160 представителям сектора. Только на этот год из бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Кроме этого, начинающим предпринимателям предоставляются гранты. На эти цели на 2020 год в региональной казне заложено 66,5 миллионов рублей. Грантовые средства, как правило, идут на реконструкцию, модернизацию, ремонт животноводческих ферм, приобретение имущества, а также строительство. Так, на сегодня в Княжпогостском, Ижемском, Усть-Куломском районах планируют открыть 5 новых ферм. Развитие частных фермерских хозяйств – это тоже для нас приоритет и очень перспективное направление. Почему? Потому что очень важно дать возможность людям закрепиться на селе, на земле, а фермерское хозяйство – это как раз этот инструмент, который позволяет это сделать. В системе здравоохранения по-прежнему проблема кадров. Чтобы закрепить специалистов, нужно жилье. Поэтому республика выделила средства на покупку 19 квартир. 7 апартаментов для Ухты уже приобрели. Это для медиков детской поликлиники, которую недавно отремонтировали в рамках партнерского соглашения с газовиками. Причем квартиры предназначены именно для семейных специалистов – двухкомнатные и трехкомнатные. В Печоре тоже для закрепления кадров 5 квартир. Там этого мало, там надо больше специалистов. В Печоре надо порядка 100 человек по Печоре и по Печорскому району. Но, тем не менее, лиха беда начала. В Сыктывкарской городской поликлинике тоже мы приобретаем 7 квартир. И вообще мы в этом году запланировали на 48,5 миллионов рублей. Много это или мало? Мало. Точно мало, нужно на порядок больше. То есть нужно по 500 миллиона на квартиры для специалистов и врачей, и учителей точно совершенно из бюджета предусматривать. К новому учебному году практически все школы и детские сады в Коми готовы. Ремонтные работы пока идут в 4 образовательных и дошкольных учреждениях. Но, по словам главы, время закончить до 1 сентября у них еще есть. Владимир Уйба напомнил, этот год для образования будет непростым.
Из-за пандемии усиленный эпидрежим сохранится по крайней мере до конца этого года. Маски для педагогов, ежедневная термометрия как для детей, так и взрослых, в помещениях регулярная дезинфекция и проветривание. По вузам другая будет немножко картина, она будет более жесткая, потому что в вузе маску будет обязан носить и педагог, да, и студент. Причем, если у нас же много учатся иностранцев, так вот для иностранцев тоже режим дополнительный, обязательный карантин 14-дневный. То есть приехал, 14 дней обсерватор, мы сейчас продумываем, где это будут эти обсерваторы вместе с Министерством образования и науки. Продолжается в республике и устранение цифрового неравенства. В эту программу в этом году внесли изменения, по которым сотовая связь придет в деревни с численностью населения от 100 до 500 человек. Раньше доступ к сети интернет получали только населенные пункты, где проживали не менее 250 человек. В Коми до конца следующего года всемирная паутина будет доступна в 123 населенных пунктах. Волоконно-оптические линии связи будут проложены даже в труднодоступные населенные пункты, такие как, например, село Петрунь в Винтинском районе. Вы знаете, на самом деле сегодня интернет – это ведь не только развлечения, да, это не только игры, не только интернет как подсказчик, там множество ответов на вопросы, а это и обеспечение безопасности. Например, по интернету мы очень много передаем сегодня с ФАПов данных кардиограмм, да, их расшифровывают уже в районной ЦРБ или в республиканской, это сложно, если это сложное КГ, и передают обратные результаты. Точно так же проводим консультации, просто консультации специалистов, когда фельдшер не может справиться и не понимает, что за диагностика у пациента. А вот с окончанием ремонтных работ на мосту через реку Вычегду в районе Малой Слуды возникли трудности. Выяснилось, что придется менять некоторые бетонные конструкции, которые раньше не планировали. К тому же технологии позволяют работать только с апреля до ноября, поэтому до последнего осеннего месяца заасфальтируют левую часть моста. А с апреля следующего года начнут ремонтировать проезжую часть. Лишь до конца 2021-го объект планируется сдать. Водителям и пассажирам надо потерпеть. Елена Кононова, телеканал Юрган.